Также, о шейх, когда мы сообщаем этим людям о запретности этого праздника, они говорят: да, что касается Рождества, то это религиозный праздник. Что же касается Нового года, то в основе это не религиозный праздник. Он не относится к религии. Мы живем в стране, и это ее государственный праздник, а не христианский. Мы скажем этим людям: если вы мусульмане, то у вас только два праздника. Два праздника мусульман – это Айдуль-Фитр и Айдуль-Адха. У мусульман нет других праздников, кроме этих двух. Если кто-то привнесет какой-нибудь третий праздник, неважно под предлогом того, что этот праздник из обычаев страны, или он относится к другой религии, разницы нет. Нет сомнения, что если мусульманин станет возвеличивать день, который празднуют христиане, и придерживаются относительно него ложных верований, то для него это будет еще запретно и порицаемо. Но также мы говорим: кто будет возвеличивать окончание года, как я говорил, даже если он отмечает конец года по хиджре, устроил праздник, люди собрались, то такое празднование, такое торжество не дозволено, потому что человек сделал из него праздник, аид. То есть в конце каждого года он отмечает этот день, возвеличивает его, собирает в него людей, и те празднуют. Это и есть аид. Аид – праздник. Получил такое название, потому что он яуду, то есть возвращается каждый раз. В него устраиваются торжества, и люди собираются. И любое мероприятие, на котором собираются люди, празднуют, устраивают торжество, возвеличивают этот день, который у них повторяется каждый год или каждый месяц. Это и называется аид, и такие празднования не дозволены. Наш Господь Субханаху ва Тааля ниспослал своему пророку аят: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию». Наша религия завершена, милость Аллаха к нам была доведена до конца, Его милость была полной и совершенной. И тот, кто привнесет какой-то третий аид, тот словно заявляет, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не довел до конца послания и что наша религия неполноценна. Если бы подобные праздники были дозволены, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, утвердил бы их для своей уммы и сделал бы так, что вместо двух мусульмане отмечали бы десятки других праздников. Но по шариату у мусульман нет других аидов, кроме Айдуль-Фитра, праздника разговения, и Айдуль-Адхи, праздника жертвоприношения. Если кто-то введет третий праздник, будь то отмечание Нового года по христианскому календарю или Новый год по хиджре, то он заблудший нововведенец и грешит из-за того, что празднует этот праздник. Отмечание Нового года не дозволено с двух сторон. В нем содержится уподобление христианам, а также внедрение в ислам третьего праздника, который не утвердил пророк, саллаллаху алейхи вассалям.